Пользуясь случаем, я хочу, конечно, уже всех поздравить с наступившим Днем Победы, потому что нас этот праздник сегодня сюда, с Донецка, и привел. Конечно, каждый раз мы хотим чаще и чаще бывать дома, но те обстоятельства, которые не позволяют, даже так получилось, что мы хотели всем составом выходцев из Абхазии приехать на этот День Победы, но не получилось, так как обстановка там непростая, и мы вынуждены были там какую-то часть, почти половину наших ребят там оставить. Они, конечно, искренне хотели бы здесь с нами присутствовать, пойти на возложение, как и все. Но наш приезд стал связан с каким-то таким будоражащим общество, что приедут, убьют, сломают, сожгут. И мы увидели какие-то изменения в администрации главы, что там начались какие-то ремонтные, усиливающие мероприятия. Не хватает, конечно, рва с крокодилами, наверное. Но момент в чем заключается, что все это увидев и настрой общества увидев, я решил сегодня вас всех здесь пригласить и чуть-чуть внести какие-то нотки ясности. Да, мы, когда тема возникла по тому, что мы такие щедрые, раздариваем земли, которые не имеем права делать, мы всем своим составом, которые выходцы из Абхазии, собрались. Я как-то это в Фейсбуке небольшой анонс нес, что мы соберемся и это обсудим. Мы собрались и обсудили. Единственное, ту мысль, наверное, я не озвучил публично. Вот сегодня, пользуясь вашим присутствием, я ее озвучу. Всех выходцев из Абхазии, не только абхазов, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент вывезли днем, собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Я сказал, что мне интересно мнение каждого, чтобы я мог его озвучить как мнение выходцев из Абхазии, которые служат у нас в подразделении. Единогласное мнение было, что никому ничего дарить нельзя. Потому что служб много, всем мы угодить не сможем. На 10 миллионов населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников. Сколько мы сможем угодить, если население 150 миллионов? Нам не останется ни земли, ничего. Мы не сможем угодить. Другой вопрос, когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, что этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть. Зададимся простым вопросом. Мы интересны ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздарим? Конечно, сегодня все будут в грудь бить и рассказывать, что мы свою землю не дарим, а земля остается наша. Мы только отдаем здания, вот потом здания не выкопают, заберут куда хотят. Простой вопрос, когда Верховный главнокомандующий Республики Абхазия на территории Абхазии в ту же Пицунду приезжает, где находится его личная охрана, который его по малой нужде везде сопровождает и так далее, там, где она находится, за забором. Если на своей земле он не может заходить туда, куда хочет со своей охраной, то о чем мы говорим, если будет, что мы им официально это отдадим, это только здание принадлежит. Может, будем откровенными с друг другом. Я больше всего меня начал распирать, когда мы вот начали объезжать могилы наших бойцов. И в селе от сельской женщины, которая далека от политики, преклонного возраста, услышали эту фразу, что Владимир Владимировичу землю надо подарить 1/6 часть суши. 1/6 часть суши человек имеет. Мы должны ему еще подарить в Абхазии 200 гектаров земли. А он о ней даже не знает. Мы вот такие щедрые, что дарим.
и рассказываем народу, что на переговорах именно это обсуждается. Ну зачем вот это нести в народ? Зачем народ этому верит? Я не поверю, что настолько мы стали малограмотными, чтобы не понимать, что это блеф. Или мы хотим прикрыть ту правду и тот политический лагерь, в котором мы состоим, вот такой ахинеей. Мы для себя видим какую ситуацию? Мы для себя видим ситуацию, что в грядущие года, которые придут, будут те потрясения, изменения, которые взбудоражат наше общество. И поэтому сейчас, вскоре, хотят все они всю ситуацию исправить в свою пользу. Объясню свою мысль. Многие забывают, что в 2025 году по договору нам Россия перестанет платить те зарплаты, которые платит сегодня. Помощь, скажем, она ее сократит до 15%. Я думаю, что вечером вы услышите, что это все не так, глупости и так далее. Но есть простая истина. В 2025 году наши милиция, здравоохранение, Минобороны, учителя и ряд еще там, чиновничий аппарат и так далее начнут получать только 15% помощи. Скажем, что Россия ее продлит. На каких основаниях? Почему она должна этого сделать? Если даже элементарно железнодорожный кредит нам не прощен, а оттянут. Оттянут, потому что они видят, что мы стоим на краю пропасти и что мы сами придем и попросимся. Войти в состав России, войти там в союзное государство. Много разных вариаций, которые мы будем фантазировать, но есть реалии простые. Мы будем загнаны в угол. И мы вспомним начало 90-х годов, когда мы просились в Краснодарский край. Если мы не будем с друг другом откровенными, если мы не будем правду говорить своему народу, мы зайдем в такой тупик. И откладывать проблемы, накладывая на друг друга их, это не решение. И я людей не понимаю в этой ситуации, которые сегодня начинают домысливать, дооправдывать, когда есть простая истина. Мы стоим загнанными в угол, самими с собой. Потому что инвестиционную помощь мы задушевно растранжирили, съели, не реализовали. Очень много тех моментов, когда деньги к нам приходили в государство, мы их не реализовывали, они уходили. Потому что мало профессиональных кадров на местах. Они не могут ни смету сделать, ничего. Это наша общая проблема. Ни власти, ни оппозиции, нашего народа. Потому что мы берем того, кто ближе, того, кто поддержал нас, поэтому он наш сторонник, он должен где-то работать. Такими принципами мы засорили, именно засорили все наши те государственные органы, которые могли для государства приносить пользу и зарабатывать. Сегодня они все убыточные. Все РУПы и так далее. Это показать плюс небольшой. Это не значит, что он прибыльный. Мы себя обманываем, оттягиваем от выборов до выборов. То, что за 30 лет накопилось, это аукнется. Капля из стакана воду выливает, когда он наполненный. Поэтому мы для себя не знаем, где начнется та катастрофа, которую мы всегда прогнозируем, говорим. Но, скорее всего, она начнется, когда люди перестанут получать привычную зарплату. Вот там начнется для нас вся катастрофа. Вот там тогда каждый пойдет и будет проситься в состав России или еще куда-то. Потому что я уже смотрю, настроения в обществе начинают быть крайне скверными. Начинают рассказывать, а что тут такого, а там мы ездили, а там нас любят. Ребята, есть простая истина. Вы можете хоть 1000 раз ездить, но государство сегодня наших соседей
заточена на то, чтобы сделать реванш, выиграть нас войной. Затягивают нас экономически, медицински, по-разному. У них программы прописаны на долгие года. Но они хотят именно военным способом нам отомстить, как они говорят, вернуться. А мы для этого что делаем? Готовимся оборонять административные здания. Когда страна воюет, мы пишем бумагу, чтобы нас поддержала служба, и приезжают, проводят антитеррористические учения, которые веселят нас, а представьте, как нашего противника. Когда БТР чуть не утопили, когда люди там спотыкаются, падают и так далее. Зачем это все записывать, выкладывать и показывать? Лучше бы уже с боевиков какие-нибудь нарезки сделали бы и выложили бы. Ситуация очень такая непростая в нашей республике, но мы не в ту сторону смотрим. Поэтому от нас опасности ждать не стоит. Это сегодня мы обращаемся к руководству страны. Мы уже, в частности, я 9-й год пошел, как принимаем участие в конфликте, в современной войне. Она иная. Это не ту войну, хотя за руководство там не все в войне принимали участие, но те, кто принимали, это не та война. Это не то, с чем вы столкнулись. Тут ситуация чуть иная. Тут сегодня по современнее все. И на вопрос, сколько у нас беспилотников, ну имеем мы 1-2, и то искали майнинги, чтобы оно тепло показывать, летали. Но они не так используются в сегодняшней войне. Они используются для артиллеристов. Связь, много тех промахов, которые мы должны и можем исправить. Поэтому я сегодня призываю все здравые силы мобилизоваться, понять, сколько нас, понять, чего нам необходимо для того, чтобы защитить родную страну. Сегодня я призываю руководство страны, которое, не стесняясь, принимает благодарности за то, что ее соотечественники проливают кровь. Проснулись, я за вас рад. Но не забывайте тот момент, как каждого бойца, который приезжал туда, вы отговаривали. Отговаривали туда ехать. Вспомнить простой нюанс. Когда в 8 лет я призывал признать эту республику, каждый раз находились отговорки. А основная причина была, что мы не могли, так как мы с нашим основным союзником заключили договор, который должны согласовывать внешнюю свою политику. Но когда наш основной союзник признает эти земли, вместо того, чтобы через час мы выступили с таким же аналогичным признанием, мы под утро проснулись, выспались, там, кофе выпили и выступаем с одобрением. Я понимаю, что наша республика настолько в геополитическом плане выросла, что мы можем одобрять те или иные действия, но это по нам стукнет. Мы чересчур заигрались, мы чересчур поверили в том, что мы настолько независимы и настолько все нам должны, что очевидные факты мы не замечаем. Сегодня даже когда мы признали эти республики, какая официальная делегация туда приехала? Какое представительство мы там открыли? Никакое. Ничего мы не сделали. Оставим даже военную тематику, экономически выгодных всяких моментов в этих республиках, для нашей республики было очень много. И по сей день остается много. Что мы делаем для того, чтобы наша страна вздохнула и пошла вперед? Говорим, что пандемия нам помешала. Глупости. Какие основания мы имели в 2 раза увеличить цены там, в пещеру, ущелье, бензин растет? Какие основания у нас к этому были? Я их не увидел. Но я помню прошлогодние заявления, когда мы рассказывали, сколько лишних денег у нас за притока российского туриста. А в этом году куда все делось? Почему нету этих таких колоссальных прорывов, которые мы сделали? Мы же в 2 раза цену увеличили.
цифры не обманешь, потому что есть статистика, сколько человек пересекло границу. Эти все дневки по-любому бывают на Ридзе, бывают в пещере. Что-то не совпадает. А раз не совпадает, наверное, прокурорские проверки идут. Или прокурор занят тем, что надо угодить власти. Где налоговые? Где все это? Или мы просто будем замалчивать и рассказывать, что беда находится на Донбассе, она приедет и будет здесь устраивать переполох? Не будет такого. Переполох будет тогда, когда мы увидим, что наша страна или Родина в опасности. И мы придем, и ни один забор не поможет. И моя посадка не поможет. И ту глупость, которую человек озвучил, что теперь у меня руки развязаны, а кихер губган сышентон. Если что-то с ним случится, не обижайтесь. Если люди, кому он это сказал, недопоняли, то я услышал. И я сразу своим детям сказал, а у меня благо 5 сыновей, что если что-то со мной случится, ни украинца, ни русского, никого не вините. Есть только человек, который эту фразу произнес, и я ее озвучу. Аслан Георгиевич Бжаня. Поэтому, если что-то случится, мои дети, кроме вас, никого винить не будут. И возраст у них 5-10 лет позволит стать такими же, как их отец. Прийти и делать свое дело. Поэтому я не стесняюсь этих вещей. И рассказывать, что политически я закончусь, физически закончусь. Слушайте, если я за Родину пошел воевать и дважды пролил кровь, а многие говорят, что это не наша война, еще как наша. Придя на Донбасс, я увидел у казака орден Леона. Пройдя 2-3 улицы, я нашел улицу Гулия. Как не туда? Туда. А если бы не туда, тогда зачем вы признали это все? В глобальном мире есть только 2 государства. Америка и Россия. И мы должны принять были чью-то сторону. Мы ее приняли. А если это неправильная сторона, тогда я не понимаю, зачем вы пользуетесь теми моментами, что мы там. Что наши соотечественники, как министр иностранных дел, любит на каждом совещании говорить. Даже имели глупость предложить мне стать послом Абхазии в Донецке. Зачем? Я и так представитель 8 лет своей республики там. Мне статус там не нужен. Мне быть в вашей команде тоже не нужно. Многие люди пытаются будоражить общество, рассказывая, что власть ты привел, власть ты и убирай. Ребята, не я их создавал лидерами оппозиции. Я это еще раз повторю. Я это когда был в беседе с журналистами, неоднократно это подчеркивал. Моих братьев убили. И это было не просто уличное, это было более политическое. И когда ты вынужден идти против власти, значит ты должен вывести оппозицию на арену. Потому что иначе это не получается. Тогда возвращается та же власть, и просто это все было зря. Поэтому спустя годы, небольшие, но осознавая, что это было там, в конце 19-го, начало 20-го, сегодня мы в 22-м году, я еще раз повторю, если ситуацию отмотать назад и знать, каким этот человек станет и каким эта команда будет, я все равно бы позвал бы их. И сегодня наряду из тех ребят, которые там сидят в министерских креслах и в грудь бьют, говорят, а что он сделал? И мне многие приходят и говорят, вы представь, что они говорят там.
Я говорю, да, представляю, потому что они не знали. И их мы использовали в темную. Они все узнали 7 января, что 9 они понадобятся. Вот и все. Никто ничего из них не знал. Поэтому я их не упрекаю. Они не знали. Их задача была только мышцы. Там мозгов мало у кого. И это доказано уже с их управлением. Их обиды, их вопросы. Да плевать я на них хотел. Больше одного раза в жизни никто еще не умирал. Поэтому я от этого уже давно застрахован. Ситуация простая, что, уходя от темы, я и повторю, зная, что они будут такими, я бы еще раз пришел к ним. Народ создал единую оппозицию, не я. Народ создал, нескромно называющийся БОСС, да, блок оппозиционных сил. Видать, они себя как боссы ведут. Тут захотели и подарили. Не получится. Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые, тоже раздаривают земли. На вас каждого я приведу одного российского чиновника. Подарите свой отцовский дом. Подарите свою квартиру. Когда вы все те, которые призываете подарить Пицунду, когда вы свои отцовские дома раздарите, хотя нет, вы же земли не дарите, вы дома. Давайте вот коробки эти, что имеете, подарите. Когда вы все раздарите, тогда вернемся к вопросу о Пицунде. А дарить то, что вам не принадлежит, так я вам Луну дарю, ребята, забирайте. Что за глупости? И все, не стесняясь, пришли в Парк Славы. И все туда цветы ложили. Как вы думаете, вот эти ребята, которые пролили кровь, отдали свои жизни, вы среди них стояли, вот на тот момент они также думали, что кому-то что-то подарить надо. Так спустя года, что вас к этому привело? Что вас заставляет сегодня мыслить так, что вы можете что-то дарить? Хотя 30 лет назад вы все встали как один, и у вас такой мысли не было. Каким жирком вы так обросли, что боитесь потерять? Единое мнение нашего подразделения: ни пяди земли дарить не имеем права. Есть практика такая, что посольства обмениваются землями, церкви обмениваются землями, чтобы закрепиться, показать, что они на долгие года вместе. Российское посольство мы видим, и землю мы под ним тоже видим. Абхазского посольства с такой же землей я не вижу. Я вижу арендованное помещение, в котором перегорела розетка, и мы должны сдать реставратора, чтобы он пришел и отреставрировал. Потому что сами розетку мы поменять не можем, потому что мы арендуем. Да, за рубль, да, арендуем. Но почему нету нашей земли? А потому что была и продали. И никто за это не отвечает. Другой момент в том, что хотят 200 гектаров земли в подарок. Я думаю, возле Кремля и абхазам не помешает 200 гектаров земли. В Сибири нам не надо. По гектару и так раздавали каждому гражданину. Мы 90% граждане. Надо было, пошли, получили бы. Мы не можем так щедро раскидываться тем, что не наше. Поэтому сегодня на этом нашу мысль, общее подразделение я завершил и чуть своего добавил. И если есть какие-то уточняющие вопросы, я прошу задавать их прямо, без подбора слов, потому что мы такие люди, мы не можем как-то вуалировать, мы говорим откровенно и прямо. У нас скрытых тем нету, поэтому прошу, если есть какие-то уточняющие, что за столько времени есть недоговорки. Многие их не знают, но мы всегда откровенны, мы всегда говорим, как есть. Вы приняли решение, да, что не 5 земли, нормальное решение. Что вы с ним дальше будете делать? Вот вы его огласили сейчас. С ним с кем?
с этим решением? Мы с этим решением как будем делать? Мы сказали... Дальнейшие действия, Да, говорю. дальнейшие действия. Спасибо за уточняющий такой вопрос. Я объясню. Я уже с рядом депутатов разговаривал и сказал, мы не будем винить только Аслана Георгиевича, который принимает это такое решение, мы будем винить, которые ему помогают в этом решении. И каждого депутата примем себе как врага. Это мы уже пошли в наше святилище, часть из нас поклялась, что мы это воспринимаем так. Я для себя понимаю, если мы, как народ, с нашей землей куда-то присоединимся, там, пойдем в Россию, пойдем там еще куда-то, это я еще как-то смогу понять, потому что мы как народ пришли в какой-то союз, мы как народ со своей землей можем уйти. А в другой вопрос, если мы свою землю продали, а потом уже вынужденно пришли, и когда будем уходить, мы уйдем без ничего. Поэтому есть неотъемлемая часть народ и земля. Без друг друга мы не можем, мы не существуем. И то они как видят демонстрации, сожжения, там, я не знаю, как оно будет, на какой волне оно будет, но тот момент, что мы не останемся безучастными, это я вам обещаю. От того, что даже они меня 10 раз посадят там, или расстреляют, это мысль подразделения нашего или тех абхазов, которых я спросил, оно не поменяет. Мы будем бороться. Мы не видим. Мы видим, есть те нормы, которые есть. Если мы отдаем, обмениваемся в виде культурных мероприятий каких-то таких, потому что я как-то ездил в Израиле и видел через речка Иордан, где течет, видел такую золотую полосу. Я думаю, что это за полоса. Начал интересоваться, узнал, что это 2 километра вдоль реки принадлежит России. Там стоят церкви. Вот такие моменты, которые культуру, религию или политику, касаемое там посольств, я понимаю, поэтому я не против, если мы возьмем там вот этот 2-3 километра вдоль Ингура подарим, я думаю, это более целесообразно будет, чем в центре Пицунды, где у нас самим земли не хватает, где мы говорим, что детские сады нам строить негде, еще что-то, такие щедрые подарки делать. Мы должны как-то более к этому подходить подготовленно. Не так лишь бы, или как воспринимать, что груз от других руководителей нам достался. Нет, это те бизнес-проекты, которые нам озвучивают, они нам непонятны. Апеллировать тем, что будут вкладываться там 20 миллиардов и этому радоваться, это тоже я не понимаю, потому что я был в ряде стран, где топовые гостиницы, но они очень бедные, нищие, потому что сразу индустрия отдыха у них упала, частные гостиницы отошли на нет, туризм, который, как мы привыкли ловить на улице, садиться на уши и потом куда-то вывозить, тоже нет, потому что все это предоставляет только внутри. Они живут отдельно, они закупы делают все отдельно, наши рынки, все упадет. Мы останемся сам на сам. Считайте, что туристы у нас есть и нету одновременно. Говорить, что будут платить налоги, так давайте наше законодательство изучим, сколько вложений надо, чтобы тебя освободили от налогов. Ахри, в продолжение этого вопроса, позвольте, если никто не против. Чем закончилась история? Вы говорили, что вас не пропускали через границу. Уточните вот, как бы детали, чем закончилась эта история, почему не пропускали и почему сейчас пропустили. Момент в чем заключается? Я когда пересекал границу, меня с Донецка не выпускали. Звоню главе Донецка. Нет, Донецкий. Ситуация в чем заключается? Я подъехал на КПП, сказали, что приехал я. Они растолкали все автобусы, ну там обычно пробка большая, они растолкали, чтобы я проехал. Ну, я как бы у них, грубо говоря, единственный с 2014 года остался, поэтому ко мне какое-то там отношение иное. Они растолкали машины, подъехал, дал паспорт, и то даже не выходя с машины, не забрали паспорта. Я вышел со остальными ребятами в свойственной своей манере, как меня учили наши взрослые, поздоровался, сел, разговаривал, и выходит начальник, побледневший, говорит, вас выпускать нельзя. Я говорю, не понял. Он говорит, ну нельзя. Я звоню председателю.
госбезопасности Донецка. Он говорит, что ж, брат, надо? Я говорю, что ну, ему в трубочку таким, уже на тоник у меня, ну, что связь плохая, не выпускают. Он все равно не слышит то, что я кричу ему в трубку, потому что ну, шум, граница, там ветер, ну, степь. Я ему смс, кажется, или уже там где-то отошел, говорю, не выпускают, он плохо слышит. И говорит, что там очередь, сейчас я позвоню, ее растолкают. Я говорю, нет, меня не выпускают. Он не понял, сейчас, говорит, уточню. Перезванивает, он говорит, да, ты, говорит, сам знаешь, кто. Я говорю, хорошо, звоню главе Донецкой Народной Республики. Я говорю, у вас в республике чуть не порядок, меня не выпускают. Он говорит, ну сейчас, наверное, военные, не военные. Я говорю, проблема в другом, что 11 моих бойцов прошло, я 12-й. Он говорит, сейчас уточню. Уточнял долго, но перезвонил, сказал, что это не наших рук дело. И я понимаю, что не их рук дело, но я ему объясняю, говорю, Денис Владимирович, хотя у меня 8 лет назад уже было написано о том, что я могу получить гражданство, потому что там как бы еще закон не принят для иностранных граждан на получение гражданства, поэтому только с подписи главы индивидуально выдается гражданство. У меня такая бумага была, но я не получил гражданство, я не шел, не делал паспорт, наверное, для того момента, вот для этого. Вот я не знал, что меня держит, но, наверное, для того, чтобы вот какие-то юридические такие привязки они не смогли сделать. Я не являюсь гражданином Донецкой Народной Республики. И меня остановить, не выпустить из страны не было оснований. Я гражданин Республики Абхазия, гражданин Российской Федерации. Вот если меня не выпускали бы из России или из Абхазии, это было бы понятно. Из Донецка не могут. Нету той нормы, по которой меня не выпускают. Я им объяснил просто, дайте мне бумагу, проблем нету. Он говорит, мы не можем. Но я для себя понимаю ситуацию. У меня на границе не в первый раз проблемы. И я знаю, что всегда виновного назначают. И передо мной, что стоял там, парнишка, я понимал, что он не виновен. Потому что я и в России, когда была эта ситуация, судился до тех пор, пока не восстановили лейтенанта, который был не виноват, которого хотели сделать козлом отпущения. Как только они его восстановили в работе, я отошел от судов и перестал даже интересоваться, закончились они у меня, не закончились, я просто от них отошел. И в этот же момент я для себя понял, что смысла нету. Но есть другой момент. Все сегодня мне уверяют, что Аслан Георгиевич не в курсе. Но почему-то через 5 минут был звонок. Через 5 минут После того, как меня не пропускали. Нет, как это в Донецке, как меня не выпускали, был звонок. Это как раз вот только видео пошло, но еще не успели бы его посмотреть. Выложили, звонок пришел, что хочет со мной встретиться в Сочи на 3. Сегодня он это отрицает, я не говорил, но звонок ко мне поступил. Лично от Аслана Георгиевича? Нет, человек звонил мне из его окружения. Предложил мне увидеться через числа 28 или 20, не знаю, ну, короче, факт в том, что увидеться накануне празднования. Я говорю, с такими подлыми поступками мне с ними нечего видеться. И то, что в мой дом залезли, я еще не забыл. И то, что крутили 3 авицбовских невесток, я тоже не забыл. Просто есть Родина для меня в первую очередь. И есть мое личное. На личное я могу наступить, только если вопрос касается Родины. Но я не забыл. Я не рыбка, у меня память не короткая. Я все помню. И поэтому я отказался от этой встречи. И все те звонки, которые сопутствовали, все те, кто рассказывали, и я для себя знал, кто это, как это. Они, не скрывая, говорили, что это 5-я служба. Наверное, многие меня упрекнут, скажут, что так открыто нельзя говорить, ты на себя наводишь. А чего мне бояться или стесняться? Я повторюсь, больше одного раза никто не умирал. Поэтому этих вещей не боюсь и не стесняюсь. Чем завершилось это? Завершилось тем, что я все равно переехал и поехал в Москву.
И когда этим ребятам, которые мне закрывали границу и набрали, сказали, вас не смущает, что российские чиновники приезжают к нему в подразделение? Вас не смущает, что скоро будет референдум? Они говорят, какой референдум? Это та служба, которая должна заниматься работой, которая все везде прозевала. Это из-за них сегодня у российской армии трудности, потому что они не работали. И в нашей стране они не работают. Те люди, которые работали и как-то что-то содействовали, их уже в этой службе нету. Сегодня там только лентяи, которые пользуются теми моментами. Я когда пересек границу сюда, в Абхазию, с трудностями, они не погнушались написать смс-ку, ну мы же обещали, что он приедет. А то, что они мне создавали трудности на таможне, создавали в Донецке, я опять выезжал с приключениями. И со мной были мои ребята, они могут это все подтвердить. Нас ехало человек 15, у всех проблем не было, кроме меня. Но они рассказывают, что я приехал, и они мне в этом помогли. Мне в моем приезде, кроме моей наглости, хамства и знания юридических норм, никто не помог. Спасибо. Ахра, было ряд встреч в Москве на довольно высоких уровнях. Даже была встреча с чиновником российским, к которым абхазские чиновники попасть не могут уже очень много лет и навряд ли попадут. Как вообще они проходили и самое главное, как они реагируют на то, что абхазское общество, в общем-то, против отдавать, дарить свои земли, как они относятся к тому, что мы вот едино так выступили по этому вопросу? Путин просил? Те высокие чиновники, кого ты упоминаешь, они очень прекрасно нас знают, потому что с 90-х годов, кроме помощи от них, мы ничего не знаем. Ряд средних чиновников, с кем мы встречались, они нашу проблематику не понимают, не знают, они нас чуть-чуть путают с Осетией. У них восприятие, что Осетия и Абхазия это одно и то же, и проблема у нас одна и та же, что мы все стремились в Россию, и нас туда пока не берут. И когда я начинаю объяснять, рассказывать, это Осетии, они за единство своих республик, они за то, что были едины. В Абхазии, говорю, ситуация чуть-чуть другая. Я говорю, мы просились, вы нас не взяли. До этого, говорю, мы хотели остаться в составе Советского Союза, вы нас не услышали. Мало того, что не услышали, вы нам создали экономическую блокаду, когда парень там старше 14 лет, моложе 65 лет не мог пересекать границу. Мы из-за экономических санкций пострадали больше, чем от войны. Мы страну начали внутри поглощать. И ту помощь, которую вы даете чиновникам, вы воспринимаете, что доходит до народа. Не доходит до народа. В суммарном моменте, может, это для простого крестьянина дошло $300 за все эти года, и вы хотите, чтобы он был вам вечно должен. Вы воспринимаете нас не так, как мы есть. И говорю, у нас в слове нашем осталось хар сымадзин. В нашем наречии по сей день мы так и разговариваем. А разговариваем мы, говорю, это из-за вас. Потому что когда мы ходили в национальной одежде, вы нас как собак могли отстреливать и вас бы не преследовали. И их это шокирует, потому что таких подробностей нашей истории они не знают. Я говорю, чтобы доказать, что мы не против России, мы вступили в ряды дикой дивизии, говорю, и кровью доказывали, что вы неправильно нас трактуете. И сегодня мы делаем то же самое. Сегодня, сталкиваясь с трудностями чиновничьими или там российских служб, мы все равно находимся и проливаем кровь на Донбассе. Чтобы нашим чиновникам было что сказать, чтобы они могли там лишний раз спасибо принять, чтобы куда в регионы они ездят, им было, как говорить, не хочу всех под одну гребенку, потому что есть ряд ребят, которые помогают, районами помогают, они уже Абхазия не безучастна в этом конфликте. Сам народ, индивидуальные чиновники. Как республика мы чуть-чуть в стороне. Потому что я не понимаю, там, Минобороны. Вот, есть мы.
Просто прислали бы пару человек, посадили бы к нам в штаб и поняли бы реалии современной войны. Тогда бы они были готовы. Тогда бы они эту ситуацию понимали. Тогда бы они как-то бы, когда там противник мышцами начинает нам горцевать, показывать, то мы чем-то да ответили бы. На местах индивидуально просыпаемся. Это радует, и я думаю, в совокупности от искры загорается пожар, и как-то дальше пойдет, проснемся. Я на это надеюсь. Просто реалии таковы, что российские чиновники из-за масштабов страны, из-за множества республик не до конца нас понимают, они нас не знают. Они просто думают, что мы сами не знаем, чего хотим. Мы знаем, мы хотим быть хорошим союзником, мы хотим быть добрым соседом, мы не хотим быть нагло использованными. И проблема в том, что нету тех людей, кто это будет доносить. Потому что когда сталкивались с теми, что они говорят, ну приезжают, просят 2 километра асфальтных дорог в селе где-то проложить, еще что-то. Плюс мы же сюда чиновников приглашаем, даже элементарно, когда едешь там с Псоу до Сухума, раньше мы все говорили, вот освещение, вот там то, сегодня ты там на ощупь пробираешься. И они же видят, что они в это вкладывались, что это не поддерживается. Мы же им не объясняем, что, ребята, когда выборы, вы приезжаете, нам там садик расширите, школу сделаете, но наш бюджет это не тянет. Это нас сажать на финансовую иглу. Если у нас в садике 200 детей, и мы его расширили до 400, но в районе мы не расширили бюджетирование на это все, то у нас в 2 раза увеличилось потребление воды, света и наши воспитатели. Вот эти те моменты, в которые мы не вникаем. Для нас лишь бы сделать. Мы ремонтируем школу, но никак ее не содержим. Мы не делаем ничего того, что должно взаимо друг друга содержать. Даже элементарно какую-то спортшколу построить, там 10 магазинов сделай, и сделай, чтобы прибыль шла на зарплаты там, тренеров, тогда понятно, оно будет как бы там накапливаться, еще что-то. Но мы ничего так не продумываем и не хотим, потому что мы для себя знаем, что вот у нас есть 5 лет, за 5 лет я должен сделать так, чтобы детям осталось. А делаем мы как? Мы же ничего умнее не придумаем, как взять что-то государственное, сказать, что будем, оно брошенное, вот 30 лет этим не пользовались, вот сейчас мы возьмем такие меценаты, сделаем и будем платить налоги. Какие налоги? Ну какие налоги платятся? А что, лучше, чтобы оно в таком состоянии было? Да, наверное, да. Но мы к этим вещам относимся очень наплевательски, не вникая ни во что, и нам кажется, что так правильно. Никто же не задумался, когда мы по 3,50 свет покупали, что у нас здесь хотя бы мы могли бы покупать там по рубль 20, или вообще обязать, это же государственное, могли вообще там обязать 2-3 месяца нам отдать в город свет. Нет, нам так зачем думаем? Нам главное, чтобы там майнинги работали, по 3,50 мы покупали, на них еще не стесняясь мы показали, не стесняясь, что у нас больше 200 мегаватт майнинга ферм. Мы не стесняясь показали, мы их же закрыли, но закрыли после того, как 2 месяца у нас уже шел переток. Я на одну ферму заехал, когда еще многие думали, что я работаю. Уже не работал. Случайно забрел, искал озеро и заехал. Человек начал со мной откровенничать. Я не понял, что он со мной откровенничает. А потом выяснил, что его накануне хлопнули, прикрыли. И ему сказали, к тебе приедут, сам поймешь кто, и объявят сумму. И когда я заехал кортежем, он воспринял, что чиновник приехал и разоткровенничался. 1,5 рубля он платит. Там было у него 2 мегаватта. Кому-то. Ну, наверное, если я приехал, начнем с того, что я же приехал не как там сотрудник милиции, прокуратуры или еще что-то. Я числился в администрации президента. И я приехал
Я не знаю, почему он воспринял меня так, но он начал мне рассказывать это все. Я на него посмотрел, я говорю, братец, я ценю твою откровенность, говорю, но она излишняя. Он говорит, почему? Я говорю, я не по этому вопросу, я говорю, я ищу, говорю, озеро. Ну, чуть-чуть ему неудобно, неприятно стало. Но момент в том, что он и до этого платил, но платил 60 копеек. И его хлопнули, чтобы он платил 1,5 рубля. Его хлопнул МВД. При бывшем министре, не при этом. Этому министру отдельная благодарность, что сегодня МВД не такой раздражитель, что ради пиара мы не рассказываем, сколько мы там статистику не показываем, что МВД чуть-чуть отошло в сторону. Вот это спасибо ему отдельно. Ситуация дальше. Я начинаю понимать для себя. Мы покупаем свет по 3,50 и как настоящие истинные абхазские бизнесмены продаем его по 1,5. Это обналичивание денег называется. Раньше их списывали, а сегодня мы 30% российской помощи обналичиваем таким способом и ложим в карман. Потому что я не слышал, чтобы прибыль от майнинга куда-то в казну легла. Нету того инструмента, чтобы это ложить и делать. Но прокуратура, наверное, заведет на меня уголовное дело. Зачем там искать? А самое, что парадоксальное было, вы эти кадры можете найти, когда глава государства говорит, вот это, говорит, свет идет, стоят там на дамбе и показывает. И показывает рукой прямо на майнинг-ферму. Так ему руку повышение, не-не, вот она идет. Они говорят, все закрыто, ничего там нету. Поэтому, скажем так, что вопросов проблемных в стране много, но это не основное. Ну, в итоге в Москве там нас перестали считать политическими экстремистами, не хотят отозвать документ по Пицунде. Ну как там вообще мнение, какое о нас? В Москве этот документ большинство даже не знает. Это на местечковом уровне, и такие моменты возникают неоднократно. Есть просто момент в чем заключается. Есть моя линия фронта, и я в ней ковыряюсь. Мне могут в помощь прийти, но лезть туда никто не будет. И поэтому те чиновники, с которыми я разговариваю, общался, они больше по глобальной ситуации в мире. И они больше туда направлены. Просто так, как они к нам сочувствующие, они какую-то проблематику слышали, но ковырнуть ее и полезть ее политический этикет им не позволит. Не то направление, не их направление. Поэтому сказать, что сегодня мы там услышаны, нет. Сегодня мы можем быть услышаны, если мы будем едиными. Потому что как мы будем услышаны, когда мы подсадных уток сажаем на каждое где-то совещание, где собираются, мнение людей спрашивают, и человек встает, говорит, и абхазское телевидение его покажет, эту нарезку туда отправят. Они не покажут твои записи или там других записей, они этого не покажут. И представьте масштабы страны, они не могут приехать и опрашивать. Они просто видят, что там вот половина выступает и рассказывает вот так. А потом они статистику сделают, что 80% населения за. Они не скажут, что мы против. И каждый человек будет думать, что он индивидуальный такой патриот, а все остальные продались. Нет, все патриоты. Просто подсадных посадят, их записи покажут и процент накинут. Вот и все. Я не знаю тех людей, кто за продажу. Мы же не дарим землю, мы отдаем здания. Человек сказал в Черкесске, эту запись, оговорка по Фрейду может быть. Все, что построят, не отреставрируют, а все, что построят, принадлежит им. А строить будет, значит, все эти гектары застраивать. Прокуратура же не побежала, когда в Гаграх надпись для граждан РФ продажи там, и так далее. Не побежала же проверять, кто продает апартаменты, какие апартаменты. Прокуратура же не затеяла проверку, когда российский аферист один, который там в соцсетях посмотреть, видео снимает на берегу и показывает, мы здесь абхазов и грузинов помирим. Какие у него полномочия нас мирить. А там в этот же день выкладывают фотографии с Асланом Георгиевичем там на даче. И видать, что он к нему такой вхожий, что Аслан Георгиевич там в тапочках и так далее, там, на расслабоне с ним фотографируется. Видать, человек вхож в семью, наверное.
Вот эти нюансы никто не подмечает, потому что их абхазское телевидение не показывает туда, в наши села. Потому что наши села, они не, ну, большинство людей на Facebook, у нее, моя бабушка говорила, телевизоре видит. А то, что там иногда снимают фантастику, для нее это неприемлемо было. Она свято верила всему, что показывали по телевизору. Поэтому то, что показали, так и верят. Но никто из силовиков, чиновников или таких людей, которые себя около политика считают, не осудили, не заявили, не показали, не сказали. Можно вопрос? Президент, министр иностранных дел, посол, все говорят о том, что если мы не ратифицируем это соглашение в Иерусалиме, то Россия от нас блокированно откажется. То есть мы должны выполнять свою обязанность как стратегический партнер, и мы обязаны это сделать. То есть нам министр иностранных дел намекает на то, что если мы не ратифицируем договор, то грузины на нас нападут, и Россия нас не будет защищать, если говорить простым языком. Президент нам об этом говорит на многих пресс-конференциях, встречах, которые он проводил последний месяц. Насколько это правда? Как вы считаете? Насколько справедливы эти их убеждения? И могут ли измениться отношения? Да. И действительно ли Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение? Я считаю, что это наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарий, который он применяет, они не подходят. Сегодня министр иностранных дел неоднократно уже был засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут и скверно говорят там обо всех, кроме него, он там у них царь и бог. Поэтому его мышление, его яковка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего, и не знаю, что у меня с ним плохого. Но точно я с ним не в команде, это пусть он знает. Потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна. И красиво говорить, это не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется, если мы не будем себя вести и заигрывать. Сегодня мы играем. Сегодня рассказывая, что России нужна земля, я извиняюсь, 1/6 часть суши у них. 15 республик она потеряла, 1 Казахстан, вся таблица Менделеева. И вот именно камнем преткновения станет Пицунда, не поверю. Я не поверю по одной причине, что общаюсь с многими чиновниками, которые даже эту проблематику не знают. Один человек сказал, а что тут такого, говорит, мы же столько помогли. Когда я начал ему объяснять, что ни один абхаз не имеет землю, а это скрытая продажа земли, даже если юридически, у нас есть законодательство, и оно очень такое хорошее, но есть простая истина. У нас написано, что документ вступает в силу с момента подписания или опубликования, а не так. Должно быть с момента подписания и опубликования, что они просто большинство бумаг подписывают и выкидывают. И оно, когда где-то ратифицировано, еще что тогда всплывают. Все бумаги должны всегда вступать в силу с момента публикования. И они должны публиковаться там на сайте. В каких сайтах могут публиковаться, когда мы там еще чуть ли не на печатной машинке. Поэтому это глупость. И многие начинают там тешить себя, что Россия нас не бросит, потому что натовские войска придут, станут там возле Сочи. Вы не забывайте, что Грузия, которая заигрывает с НАТО, она с Россией граничит. И немало граничит, там границы больше. И сегодняшние ракеты, они перелетят Республику Абхазия, мы даже не заметим этого. Поэтому себе лишнюю цену набивать не надо. И надо помнить одно, что мы нужны только сами себе. Заставлять русских любить Абхазию больше, чем мы абхазы, не получится. У них есть своя страна, которую они любят. Если есть возможность ее расширить,
они это будут делать от подарков, они никогда не откажутся. Но если они понимают, что это проблемный вопрос, и народ в этом един, они и это поймут. Сегодня страна вся в войне возвращает свои земли исторические. И она, у них патриотика везде. И в чиновничных кругах, и в массах, и в среднем звене. У них эта патриотика аж много блещет. Именно она в них проснулась. И когда мы, как патриоты своей земли, придем им скажем, это не получается, это не так, поверьте, откатятся. Но мы этих вопросов не поднимаем. У меня тоже есть вопрос. По телевизору официально было сказано, что в 2020 году Путин и Бжаня встречались и говорили о Пицунской даче. И было бы неплохо, если бы ее сделали. Но прошел 20, 21, 22. Почему именно сейчас? Значит, этот президент проигнорировал президента Путина. Нет. Это первый вопрос. Второй. Говорят, что Пицунскую дачу под крыло ФСО. Но ФСО, наверное, тоже изменилось. Если у вас данные, кто хочет купить первый, потом второй, кому можно перепродать эту дачу? Если есть фамилия, скажите, пожалуйста, откуда они и кто такие? И я понял, услышал ваши вопросы. И я, как понимаю, вы, наверное, переживаете, что я мало наговорил, чтобы меня утилизировать, я добавлю. Я скажу откровенно. Эта фамилия, скорее всего, для многих будет непонятна. И еще как-то дерзко, грубо. И она создаст мне проблемы. Это Чемизов. Это российский олигарх, который для себя понимает, что мы войдем в состав России, и поэтому хочет сделать какие-то вложения. А вложение – это забрать земли под разными предлогами. Не только, поверьте, что это Пицунда, это только ниточка, за которую мы потянем и вытянем трос. Очень длинный, очень болезненный для нашей страны, потому что есть информация, я надеюсь, с того момента, как мы ее сейчас озвучим, я буду фантастом, а она оттянется. На 11 танков поменять больше 10 тысяч гектаров. Нам дадут 11 танков, разрекламируют, что у нас есть единая группировка, нам надо готовиться к войне, поэтому надо сделать полигон. И вот от Чумчиру, как мы пересекаем мост, где наше святилище, не только наше, там и православных очень много всего держит. И до Гава. Ни горы, ничего, а именно берег. У нас форелевое хозяйство, где историческая ценность, мы рассказываем, что как они управляли, как они то, что ничего там нету. Поэтому придет меценат, который все сделает. Я был в Адлерском форелевом хозяйстве, и я даже защищался, когда был студентом, по кредитованию на примере форелевого хозяйства Адлера. Хотя студент я не сильный был, но какие-то моменты такие припоминаю. С поддержкой государства, вложение государства, если, когда тебе дают посевной мешок не съесть, а как бы его посеять, а потом можно уже 10 мешков оттуда забрать, но 10 останется. Ситуация заключается в чем? Там рыба, ей 2-3 года, она выглядит как полугодовалая, потому что когда много рыбы закидано, она не развивается, не растет. Там на рыбе бизнес не делается, там делается на туризме. Поэтому для них это не суть важно. Значит, то же самое будет и на нашем примере. Они сделают, не спорю, они сделают из этого конфетку. Но какая польза будет для абхазов? То, что мы свой наскальный храм подарим с правом выкупа. Но мы свою историческое, мы же не просим, чтобы нам там отреставрировали. Мы даем, они там дорогу сделают, они там рестораны сделают. Но этот лоск, что он дает?
Мы постоянно за что-то цепляемся. Мы начинаем народу рассказывать, что люди хотят сделать в Пицунде ремонт, поэтому мы должны им оформить, чтобы было основание вложения денег. Блеф. Потому что я ехал в Крым через Запорожскую область, Херсонскую область. Какие юридические основания были, сегодня они есть. Но я ехал 6 августа. Какие юридические основания были России вкладывать туда деньги и делать дороги? Есть закрытые статьи, там ничего объяснять не надо. Там выделяются суммы. Поэтому это блеф, ложь. И мы не просим, чтобы там сделали реставрацию. Все госдачи для нашей культурное наследие, историческое наше, правильно? А почему тогда мы говорим, что они могут что-то снести, что-то построить? Почему не ведем речь о реставрации? Мы этого не ведем. Сегодня мы в грудь бьем и рассказываем, там, посмотрите, как выглядит там, сосна у них и сосна там у нас. А она там будет потом с нашими бумагами? Или одно оставят так, чтобы было что показывать? Мы же себя никак не страхуем. Мы же эти все проблематики на комиссию не выносим. Сегодня будут рассказывать, что это так, бумага сырая, потом будет комиссия. Я там находился. Все те законы, которые приносили бы нам пользу или договора, они в сторону уходят. И вот есть ряд там 2-3 закона, которые там, или договора нам полезны, то есть среднее звено чиновников, которые хочет себе там спасибо заработать, они проблемные, вопрос туда сразу третьим суют. И мы, встречаясь там с Владимиром Владимировичем, с кем-то, мы не озвучим, что вот это мы можем сделать, а вот это не можем. Потому что по протоколу сразу прописали, что должны кому сказать. Поэтому вопрос о дачах там не стоял. У Владимира Владимировича всегда в конце один вопрос: чем могу помочь? Он не говорит, как нам преподносят, типа он сказал, все президенты меня кинули, ты же не такой. Да, я не такой. Да, не такой. Ты более алчный. Поэтому этих вопросов там не стоит. А олигархи, которые в России есть, сегодня хотят сделать вложения, потому что они для себя понимают, что в ближайшей перспективе загнанный в угол сам придет. И они хотят себе иметь территории, потому что законодательно мы должны будем уравняться, и тогда будет собственность земли. А землю как мы оформляем? Когда есть у человека пятно, он на основании его оформляет землю. Просто пообщайтесь с более подкованными. Я так поверхностно рассказываю, что я образование экономическое имею и не до конца его досидел. Ну, хотя закончил, да, Российский университет дружбы народов, но не работал по специальности. А пока сидел, чуть-чуть юриспруденцию изучал, потому что надо было себя защищать. И вот поднахватался, что и в земельных вопросах тоже есть такой момент. Чтобы было основание претендовать на землю, должно быть пятно застройки. Поэтому с этого пятна застройки начнешь претендовать на землю. Вот и вся проблема. Поэтому земля не будет нашей, если мы ее отдадим в таком виде, как мы хотим. Можно вопрос? Ты рассказывал в самом начале о том, что вы встречались с депутатами парламента. Очевидно, что последнее слово за парламентом. Не со всеми. Ну вот я и Почему? как раз Да. хочу узнать, да, есть ли понимание того, какое настроение у большинства депутатов парламента, и те, с кем вы встречались и озвучили свою позицию категорически против, что они вам ответили? Идет на парламентских депутатов жесточайшее давление. Со стороны, со всех сторон. Со стороны их половина рвения туда, потому что им хочется и заработать. Как говорится, рыбку съесть и не обляпаться. Поэтому они хотят быть угодными власти, потому что когда ты угоден, как некоторые депутаты могут себе позволить потом оформить duty-free, иметь майнинг-ферм, еще что-то. Много таких моментов, те инструменты, которые есть. Поэтому они хотят быть угодными. Но они хотят большинство, чтобы к этому большинству примкнуть. Но проблема в том, что
они ни от одного не услышал аргумента, вот то, о чем мы говорим, того болезненного, что нельзя и так далее. У них аргумент, что вы должны больше поговорить, тогда мы будем с вами. Мы не должны никого уговаривать. Мы от себя предупреждаем, что мы не останемся безучастными. Это не угроза, это реалии. Если мы за свою родину пошли, там проливаем кровь, то с чего они взяли, что мы как-то безучастными останемся у себя дома? Если горит крыша, ее надо потушить, а потом уже планировать, какие внутри ремонты ты будешь делать. Сегодня это пожар, поэтому его надо им тушить. И от того, что они думают, что они останутся в стороне, что испустили бумагу, или а я что, воздержался. Ребята, что в лоб, что по лбу. Воздержался, то та же ситуация, только против. Соглашение все равно находится в парламенте, его никто не отозвал. Есть понимание, когда его будут рассматривать? Смотрите, давайте представим ту картину, что президент себя загнал. Отправил бумагу, понаобещал. Ему из этой ситуации выйти поможет только народ. Народ, который скажет нет, который покажет себя. Оппозиция, которая придет с ним какую-то бумагу, подпишет, что она его надо как-то застраховать от тех, кому он пообещал. Показать, что не получается. Откатиться назад, как говорится. А сегодня и мы этого ему не позволяем, потому что мы начинаем скалить зубы, показывать, но не даем ему возможность выхода из этого. Мы ему говорим, ты сам это сделал, ты сам это забирай. Поэтому я для себя как вижу, что мы не должны так вопрос ставить. Пусть он свяжется там с оппозицией, со мной не надо, потому что он же обозначил, что я для него враг. Пусть свяжется с теми людьми, которые помогут ему. Мы примем любое их решение во благо нашей страны. Пусть они ему помогут. Для этого есть и власть, есть оппозиция. Мы просто любим свою страну и все. Мы ни туда себя не относим. По той причине, что мы не оппозиция, потому что у нас есть своя позиция. Смена поколения. Вот наша позиция основная. Но мы и не власть. Ткачев тоже интерес проявляет, как в Абхазии, на Пицунде собирается звездочный отель построить, там большая территория еще где-то в Гагре и так далее. То есть он настоящий бизнесмен. Не только здесь, но говорят и в России тоже. Если не на камеру или на камеру. На камеру я уже столько наговорил, смысл что-то не договаривать. Мы знали одного Ткачева, который был губернатором, а сейчас знаем как бизнесмена, который интересуется землями, в частности в Абхазии. Какова у вас лично к нему характеристика? Доверять можно? Смотрите, я родился и вырос в Сочи. Поэтому Ткачева я знаю не понаслышке. Касаемо Ткачева как казака, для казачества он сделал все. Сказать, как Ткачева и вот, например, меня сочинца, не меня абхаза, да, так, сочинца. У нас раньше кубанец было как упрек, как деревенщина, еще что-то. Он вел кубановедение в Краснодарском крае. Не краеведение, кубановедение. И казаки там коренные жители, и другие народы. Как казак он сделал максимум для своего этноса. Но ущемил нас. А это наша вина. Потому что когда все это принималось, ни адыги, ни черкесы, ни абхазы, никто не возмутился, ничего не сказал. Оно прошло. Поэтому он и бизнесмен такой. Пройдет, возьмет. Не пройдет собственность, тогда возьмет другим вариантом. Сегодня мы все наши бюджетные деньги, которые сюда приходят, едем в его казино, оставляем. И за счет наших же денег, что должны были мы сделать, он приезжает, делает, еще с этого будет получать дивиденды. Поэтому бизнесмен и политик Ткачев, он на пятерку. Для России и для себя.
И в чем его упрекнуть за Абхазию? Какое он отношение к Абхазии имеет? Ему хочется, чтобы здесь было стабильно, потому что он здесь хочет зарабатывать, у него здесь дача. У вас есть здесь дача? С выходом на море? У меня нету. Есть дом, наверное, как дачу отнесем. А у него именно собственность, потому что 200 миллионов он вложил в школу. А откуда эти средства у чиновника были 200 миллионов в школу вложить? Наверное, каких-то краевых вложил, как помощь вложил, а зато получил себе спасибо. Поэтому такие вопросы, как касаемо там, Ткачева и других, там людей с деньгами много. Нас на всех не хватит. Те, которые приходят ради Бога, что наши земляки-сеченаловцы меньше инвесторов привели? Гагра с ними преобразилась. И что, думаете, они бы на форелевое хозяйство не нашли бы какого-нибудь еще туда учредителя? Нашли бы. Почему мы своим землякам, которые успешно что-то реализуют, делают, не даем еще возможности больше сделать? Мы начинаем, пытаемся их в политику сразу втянуть. Зачем? Соединенные Штаты Америки сделали так, что политика и бизнес – это разные дороги. Они не пересекаются. Это болезненно становится. А почему-то у нас все взаимосвязано. Вначале помогаешь стране, потом ты должен эту страну использовать. И надо чуть-чуть людям объяснять, быть откровенными. Поэтому Ткачев для России, Ткачев как русский, номер один в своем регионе. Ну, для Абхазии он меценат. Но меценат это когда пришел, сделал и ничего не взял. А я думаю, наша дача больше, чем 200 миллионов стоила. Ну, там кусок очень большой. Поэтому такие моменты, знаете как, но прокатило и сделано. Я в этом его упрекнуть не могу. Это наши все упущения. Они акулы. И если мы, как маленькая рыбка, там к ним в рот лезем, от того, что нас проглотило, нечему удивляться. А что вы думаете по вопросу границы Ингушетии? Что делать нам? Знаете, как, смотрите, момент в чем заключается. Вот я несколько лет слышу, я в этот вопрос не углублялся до конца, я слышу там, вот, легализовать контрабанду, сделать то. Слушайте, мы говорим, что это наша граница. Что значит легализовать контрабанду? У нас там должна быть таможня, затаможка, растаможка и так далее. Это вы сейчас про какую, российскую или Про Ингур он говорит. Да. Там должны быть все атрибуты нашей власти. У грузинов они могут не быть. У нас они должны быть. Там таможня присутствует, там погранцы присутствуют, там как-то, ну как они присутствуют? Почему все товары, которые идут оттуда, они у нас являются контрабандой? Легально, нелегально, такого понимания я не знаю. Там должна быть таможенная служба. Должна быть, это граница наша. Мы почему-то как-то к этому моменту относимся иначе. Касаемо мингрельского населения, то мы должны с ними вопрос решить. Нас удивляет, что мингрельское население там, в какую-то напряженку выезжает. Да, они выезжают, потому что мы их своими не считаем. Они понимают, что война начнется, они пострадают. Поэтому те моменты, которые мы отталкиваем, мы не должны удивляться тому, что они как-то нам бумерангом придут. С ними вопрос решать надо. Исторически мы в грудь бьем и рассказываем, что там все абхазы просто огрузинились и так далее. А что мы сделали для обратной стороны? Ничего. Что мы сделали по другому принципу, что сегодня от 60-80% руководства Грузии это этнические мингрелы. Но когда начинают они разговаривать, они себя считают грузинами. Мы вбили кол им туда. Мы сделали возможность, да, мы сделали, что они у нас могут получать паспорт, записать себя мингрелом. Но я бы сделал чуть иначе. Я пока жители
в Галлии еще носители мингрельского языка есть, я бы для них создал бы, наверное, какой-нибудь словарь, выкинул бы туда, я вносил бы раздор в их общество туда. И когда они говорят, что вы, абхазы, наши братья, я бы им тыкал бы, говорил бы, вы вначале мингрелам, сванам, им языки верните, им письменность верните, потом нас зовите. А мы нет, мы там лечиться, поехали. А то, что бесплатно не граждан не лечат, мы не говорим. И те, которые едут, наверное, хорошо грузинский язык знают, что могут прочитать те бумаги, которые им суют. Мы этого ничего не делаем. Поэтому вопрос границы, она должна быть как есть. В плане того, что как граница должна есть, не как сейчас она у нас есть, а как граница, со всеми атрибутами. Таможня там должна быть. Затаможка, растаможка. Пойдут товары, не пойдут, нам все равно. Мы же государство. Сегодня не пойдут, а наши бизнесмены всегда найдут, как туда просечься. 1,5 часа мы работаем. Можно я маленький вопрос вернусь к действительности? С момента, как Пятнашко приехала домой на родину, стали очень активно муссироваться разговоры, что вы будете здесь находиться, пока не возьмете штурмом администрацию президента, пока не свергнете главу государства. Насколько это соответствует действительности и когда собираетесь назад? Знаете, я вчера одного человека, который в госбезопасности работал и увидел, он работает на высокой должности там. Я говорю, день-два, говорю, мы уедем, чтобы ребята выспались. Он услышал, юмор перевели. Есть простой момент в том, что когда мы приехали, разных говорят, тревогу объявили, когда мы уже все по домам разъехались и в постель легли. Мне уже звонят, что вы делаете? Я говорю, спим. Ора, как спите, мы нас по тревоге подняли. Проблема... Подняли СГБ или... СГБ, подняли СОБР, потом, когда мы приехали, они там, у них тревога началась на скачках, они, ребят, которые имели выходной день, вызвали из ГСО. Это все не соответствует действительности их мыслей. Пятнашка здесь присутствует всегда, потому что мы здесь, у нас ребята, 10-15 человек всегда находятся здесь. Не потому, что мы планируем администрацию взять или еще что-то. Я бы, наверное, даже на их месте попросил бы показать изъяны администрации и как можно ее быстро взять. Как я смог показать изъяны госграницы, когда протаранил ее, что есть какие-то изъяны, они внесли какие-то там дополнительные. Но это не поможет. Это, знаете, как, а вдруг случится пожар, туда же еще выбежать надо. Помехи будут. Поэтому я бы, наверное, попросил бы и МЧС, и другие службы проверить на безопасность. Хватает ли там огнетушителей, есть ли пожарные дополнительные выходы. Ну, администрация это какой-то символ, наверное, передачи власти, и они ее там как-то застраховывают. Ну, я реально жду, что там скоро появится ров. С одной стороны, хотя бы что-то подобие есть, вот крокодилов там жду, может что-то получится. Если они думают, что этим самым они от пятнашки защищаются, у нас нету понятия пятнашка здесь, в Абхазии. У нас есть понятие, что граждане Республики Абхазия и наши ребята, которые там находятся, часть, она тоже такие же граждане, которые любят свою страну. Если они говорят, что возьмете администрацию и жизнь станет лучше, то поверьте, мы ее и сегодня же возьмем. Но мы для себя понимаем, что от этого ничего не поменяется. Депутаты останутся теми же, что теперь потом другой человек будет на них давить. Нет. Мы хотим, чтобы все любили страну так же, как ее любим мы. И если у них в этом опасения, то не паникуйте. Я вчера задал вопрос. Я говорю, сколько вы думаете нас здесь?
Они не смогли нас посчитать. Они не готовы. Я говорю, возьмите ржавый какой-нибудь компьютер, подарите погранслужбу, чтобы когда мы заезжали, нас отмечали. Так будет проще. Не рассчитывайте только на Россию. Россия не может понять. Если мы идем в форме, да, могут в сторону отвести, побеседовать и так далее. Но у нас же есть те, которые по гражданке, такие как я. Я себя военным никогда не считал. Я всегда говорил, что я гражданский, который вынужден взять в руки оружие. Поэтому нас сюда приехало больше, чем они посчитали, в 2 раза. Потому что мы отправляем домой отдыхать ребят, которые там 2-3 месяца безвылазно были. Поэтому они по 3-4 человека сюда приезжают, кто один приезжает. Мы же как китайцы, нас не посчитать, поэтому этим пусть они не занимаются и себя не пугают. Если есть им чего бояться, то, понятно, придем. А так, они нам не нужны. Сегодня глобальный мир идет, и вот это клопы, которых не заметишь. Сегодня мировая война идет, и мы в часть ее, мы в ней принимаем участие. Я думаю, отвлекаться не стоит. Я понимаю, что все устали, но не могу не спросить. Некоторое время назад, в общем-то, журналистам удалось выяснить, что у президента есть помощник по фамилии Мирелли. Я так понимаю, это твой бывший коллега. Вы знакомы? И какие вопросы курируют помощник? Я думаю, что с ним в администрации президента Республики Абхазия мало кто знаком. Его, наверное, скорее знают вот эти бизнесовые круга. Разными слухами были, что он там находит клиентов, которые получают наградные оружия и так далее, но это слухи. Потому что я не думаю, что сейчас за какой-то наградной пистолет надо целую должность помощника давать или еще что-то. Скорее всего, он там для других нужд. Но сказать, что он отвечает за грузинскую сторону, тоже не скажу, потому что не отвечает. С грузинами встречаются по линии НПО, встречаются в Турции, встречаются другие люди. И это уже озвучилось. И не раз. Но что-то реакции никакой нету. Они расскажут, что они по бизнесу, там то. Нет, не по бизнесу. Разные всякие вопросы обсуждаются. Поэтому помощник будет этнический грузин. Я в этом его упрекнуть не хочу по той причине, что у нас герой Абхазии грузины есть. А вот по личности человека, что мутный, непонятный, вот тут да, тут можно. Но с другой стороны, я с 2 судимостями у него был, когда тогда помощником не являлся, но сейчас бы, наверное, если был бы помощником, таким же мутным был бы. Да? Поэтому тут разные моменты. Этого человека, то, что он помощником является, я до опубликования узнал, это наши земляки с Москвы мне сбросили эту информацию. Но для себя я почитал за него и понял, что мутный для нас, для нашей республики, что непонятный. Может, президент он там нужен, может, есть какие-то. Не забывайте же, он на секретном задании был в Москве, и у него была агентура. Может, это один из агентов, который по сей день там проводит какие-то спецоперации в тылу у союзника, разведывает что-то. Поэтому с такими у нас личностями я не переживаю. Если грузины нас нападут, у нас есть, видите, такие уже спецагенты, которые изнутри развалят их армию. Можно вопрос? Раз уж пошла речь о Грузии, из России сотни тысяч человек уже выехали в Грузию. Грузия ведет с Россией торговые отношения. Через Грузию транзит санкционный товар. Нас с этой стороны говорят о том, что Грузия может напасть на Абхазию. Грузия утверждает, что мы ни при каких обстоятельствах не нападем на Абхазию. Насколько тонкая грань между вот этими всеми высказываниями, насколько реальна опасность того, что Грузия все-таки откроет второй фронт у нас здесь, до России? Давайте начнем с того, что правительство Грузии откровенно не хочет войны, потому что она понимает, если начнется война, она сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы по этой волной напасть на нас. Я для себя помню выступление Михаила Саакашвили, который уверял осетин, что он не нападет, и напал. Я знаю грузинский народ не понаслышке, потому что у меня 2-й сын грузинки.
И у меня к народу нету претензий. Я среди них в Сочи вырос. У меня в спортзале 90% грузины были. Но их мышление и мышление их государства, оно разнится с нами. Самые националистические народы на постсоветском пространстве – это Украина и Грузия. У них внутренняя политика настолько сильна, что мы, абхазы этнические, которые проживаем там, или армяне, или русские, которые там проживают, они, выезжая где-то с нами сталкиваясь, они разговаривают на грузинском языке. Они мыслят на грузинском языке. Мы, абхазы, здесь не мыслим на абхазском. Единицы у нас. Потому что внутренняя политика, нам надо у них этому поучиться. Но есть простой момент. Как говорится, что если в театре на сцене есть ружье, оно в конце должно стрельнуть. Их в 2008 году пичкали оружием, и оно стрельнуло. Сегодня с Турции кораблями идет к ним оружие. Дважды проводилось учение, завозилось к ним оружие под этим соусом, и ничего не вывезлось. Сегодня у них идет мобилизация силы. Они проверяют, сколько их, как их. И они уже подсчитали, что в случае там, войны, сбора ополчения и так далее, на них давят их западные кураторы, потому что Грузия пыталась на двух стульях как-то усидеть. И России угодить, мы не за войну, мы вот законы не приняли, мы там то. Тогда начали их спецслужбы, чтобы упрекнуть нас через наших бывших чиновников, пытаться создать полигон для людей, которые отправляются типа защищать Донбасс. Мы никак политически это не поддержали, а вот полигон у себя мы создать хотели. И никто из наших спецслужб не задался вопросом, для чего и почему. Чтобы они обвинили нас в поддержке, что вот мы готовим боевиков и так далее, а это наш союзник, и на этой волне пойти штурмануть, где сидит Саакашвили, вытащить его, сделать его знаменем, свергнуть власть и начать действия. Потому что кураторы, они уже пошли ва-банк. Сегодня иностранный язык на войне в Украине – это не редкость. В эфирах это постоянно. Я даже могу вам дать прослушать, как украинские военные между собой разговаривают нормами натовцев. Эхо, Дельта и так далее. Они там координаты дают, Таху, те моменты, которые никогда от них не были слышны. Последние полгода их переподготовили, их оттянули, к ним в ряды поставили иностранцев. В тюрьмы не только здесь добровольцев собирают, как там показывали Пригожин. Нет, там тоже. На Западе собирают, офицеров переводят в ЧВК, отправляют туда. Запад пошел ва-банк. Из чего мы себя тешим, что грузинское правительство сказало, от кого оно питается? Оно питается именно от Запада. И поэтому Запад, если пошел ва-банк, он заставит так или иначе оттянуть силы России. Потому что Россия сегодня находится в войне, в конфликте. И если она будет еще здесь какие-то силы концентрировать, Азербайджан, Армения, они хотят растянуть. Они пошли ва-банк, они хотят развалить Россию. Теперь задайтесь вопросом, если у России будет плохо, нам от этого станет легче? Я сомневаюсь. Мы как те ребята на картинке, когда там 4 человека нарисованы, лодка тонет, и двое наслаждаются, говорят, слава Богу, что не на нашей стороне, а двое черпают, лодка тонет со всеми. Поэтому себя иллюзиями тешить не стоит. Надо реагировать. Надо тех чиновников, которых наши в темную используют или еще что-то, объяснять им, для чего это делается. Что тебя используют, что какие полигоны, о чем вы говорите. Это все чисто наживка. Грузия готовится к войне. Вот чтобы она передумала, и мы должны к ней приготовиться. И мы должны понять, сколько мужчин у нас есть, куда они прибудут. Минобороны, что там проводит учения, давая там по 10 патронов пострелять и сказав, мы готовимся,
это не то. Я призываю гражданское общество, как в свое время вы это уже не раз сделали, наши старшие, возьмите на себя эту инициативу, соберите нас, молодых, как вы говорили, куда прибыть, где получить, что сделать. Мы должны в каждом районе быть готовы. Мы должны для себя очертить там, где мы будем останавливать противника. Даже чтобы Россия нам помогла, ей нужно время. Мы должны дать это ей время, перебросить нам сюда силы. Достаточные силы. Минобороны. В такой ситуации не нужно вести переговоры с потенциальным противником, а не обрывать все связи? Никогда не надо с ним вести переговоры, потому что он тебе замылит глаза. С ним переговоры нужно вести только о общем населении, которое у нас есть, о экономических каких-то моментах. Касаемой войны, поверьте, вообще не стоит с ними Но у говорить. нас МИД обрывает все связи абсолютно. Да МИД с кем связи имеет? С преподавателями институтов? Ну, где наш МИД работает? Сегодня МИД должен сидеть в Москве, должен между ведомствами договариваться, пойти там, в МИДе есть представительство, там, МВД, СГБ, того, там, Минобороны. Они должны договориться, и наш министр должен приехать уже встретиться, ввести тот диалог, который уже договора заключает. А не сам он своему коллеге звонит, сказать, там, когда там будет у вас, давайте пересечемся, давайте. Не должно так быть. Это все делает МИД. Но от того, что ты сзади экраны понавешиваешь и так далее, что это не кушают люди. Или твои там боты будут писать, там Чекрян, еще кто-то будет хрень какую-то писать, от этого что люди проснутся. Он как поросенок верещал и рассказывал, как министр его просил или что-то еще. Сегодня они все мужчинами стали, выходят и разговаривают. Надо говорить правду. Работать надо. И каждый должен работать по профилю. Положите перед министром, он очень грамотный, потому что он учился и знает. Но напомните ему самому, положите перед ним листок А4 и его функционал. Когда он его будет писать, он вспомнит, что он должен делать. Половина наших министров, они даже свой функционал не напишут. Этот напишет, потому что он знает, просто подзабылся, он увлекся тем, что он себя считает будущим примером. Поэтому надо было ему анклаба снести, он ходил в какие-то встречи. Оставь эти кулуарные моменты. Родине послужи. У него одна трагедия, что в следующем выборам ему нет 35, он себя президентом видит. Он уже через людей просит, чтобы я устроил переворот с оттяжкой ногой, чтобы он пошел. Ну это я не знаю, это нездоровые люди. И они что думают, что эти вещи я в себе держать буду? Видимо, да. Не, я очень болтливый, да не говорите мне тайны. Мы поняли только что. Спасибо большое. Спасибо большое.